Программу «Парк искусств». Дорогие друзья, добрый день. В эфире программа «Парк искусств». Я ее ведущий, руководитель проекта «Парк искусств» Центра современного искусства «Облака» Валерьян Гагин. Каждый раз в нашей студии люди, чьи идеи, чьи проекты делают нашу жизнь лучше, интереснее и красивее. И сегодня такие гости — это Алсу Галина, Самигуллина, Алсу, прошу прощения, уже Самигуллина, директор проекта «The Theater», и Тигран Давлатбекян — это руководитель, режиссер иммерсивного спектакля «Соучастие». Правильно все? Да, все правильно. Да, друзья, начнем мы эфир с новостей культуры нашего любимого города и не только. Знаете, не мог не прочитать одну новость, которая немножко так взбудоражила и меня, если честно. Тем более, что она имеет отношение к нашим коллекционерам, крупным коллекционерам, выходцам из России. Итак, работники художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах, где, как ожидалось, выставят картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира», не знают о местонахождении полотна. Об этом говорится в статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times. То есть вот то полотно, которое было куплено Дмитрием Рыболовлевым за $127 миллионов, а потом продано за $450 миллионов, считающееся самой дорогой картиной, которая существует в мире, продано. Местонахождение неизвестно. И, о ужас, те люди, кто планировал поездку в Объединенные Арабские Эмираты для того, чтобы посмотреть это полотно, могут быть разочарованы. Но будем ждать новостей и переживать за них. Да. Ну а теперь к тому, что ближе нам. Алсу, что у тебя с новостями? Так, а у меня вот такая новость. Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан проведет инклюзивный концерт под названием «Мы раскрываем крылья». Это состоится 2 апреля. На одной сцене в ГКЗ Башкортостан вместе с профессиональными музыкантами выступят молодые таланты Республики Башкортостан с ограниченными возможностями. Вход, кстати, свободный. Ух ты, как классно. Да. Хороший проект, добрый, светлый. Тигран? Давай. Моя новость. Так, надеюсь, не ошибусь в прочтении. Ну, мы тут экспериментировали уже. Хорошо. Репетировали. Нам простят. Так что, да, все, могу выпендриться и сказать. The Retuzes возвращаются с новым альбомом «Омут» или OMYT. Пожалуйста, не... Или «Эмет». Или «Эмет». 21 апреля, 20:00, музыкальный ресторан Music Hall 27. Группа, заставившая отечественную сцену очнуться от русского рока, открывшая глаза и уши поколению Y или Y, как угодно. И если альбом Waltz Baltica — это легкая меланхолия, а Астра — более тяжелая и концептуально замороченная работа, то Омут или Эмет — это серьезный эксперимент над собой, смесь лоу-фая, электроники и трип-хопа. Очень много умных слов. Очень интересно. Ребята говорят, что вот чем переваривать лучше, чем переваривать эти умные слова, пытаясь делать какие-то самостоятельные выводы, проще прийти и послушать. 21 апреля в Music Hall — прекрасное место, где можно и повеселиться, и хорошо время с друзьями провести, и узнать что-то новое, в том числе о группе The Retuzes. Группа-то классная. Да, действительно, кто бы сомневался. А работники... А у нас есть еще новость. Опера «Любовный напиток». Режиссер Рустем Галеев и дирижер Герман Кин. Оперный театр наш любимый. Действие закручивается вокруг крестьянского юноши Немарина, воздыхающего по своей односельчанке Алине. Или Адине. Надо подпевать, мне кажется, параллельно. Да, Алсу, давай. Та же только насмехается в ответ. Но все меняется, когда появляется шарлатан Дель Камаро с напитками от всех болезней и невзгод, и продает бедняге обычное вино вместо запрошенного эликсира любви. Вот 5 апреля 19:00, друзья. Классная программа у нас на эту неделю в Уфе. Ну а теперь о том, что сделали вы в эти выходные. Вы поставили большое иммерсивное шоу-спектакль «Сочувствие». Соучастие. Сочувствие, кстати, тоже классное название. Друзья, да. Во-первых, рассказать, что такое иммерсивное шоу. Это проект модный, вроде как говорят, что типа квест, перформанс. Откуда он взялся, почему у нас сегодня вам актуален? Тигран, расскажешь? Да, конечно. Что такое иммерсивное? Ты папа, да? Ну да, папочка сейчас расскажет вам. Так, ну смотрите, вообще сейчас в Европе, везде в театре, это такая тенденция, когда... Полного погружения. Да, стремление вот этому внедрению зрителя в процесс, его участия какое-то. То есть нет вот этой разделяющей стены, могут быть какие-то интерактивные взаимодействия с артистами,
То есть зрителю уже мало просто сидеть в зрительном Да, зале. и Это никогда, да, это никуда не уйдет никогда. То есть сцена, 4-я стена, зрительный зал никуда не уйдет, но вот именно вот этот момент погружения зрителя в спектакль, это сейчас становится, мне кажется, нужным даже зрителю. Как бы, когда ты становишься соучастником, когда ты становишься полноправным участником действа. Ну, хорошо, как это проходит? По-разному совершенно. Да, Есть, по-разному. например, спектакли, быстренько тоже расскажу. Извини. Да нет, пожалуйста, пожалуйста. Если что, меня перебивай, я очень много говорю. Когда зритель ходит в наушниках по городу, там ремоут Москва, да, в разных городах это делает, там ремоут, там Питер, и в наушниках ему там голос говорит, там, посмотри на это здание, а вот тут ты должен потанцевать, а вот тут там они встречают какого-то человека, который с ними что-то там делает, а вот тут тебе нужно там съесть мороженое, то есть и человек, который участвует, он по-новому видит этот город, в котором он, например, живет всю свою жизнь. Есть такие спектакли, есть спектакли там, в которых там, не знаю, ты залезаешь в кровать к актрисе, и она тебе рассказывает какую-то историю. То есть это тоже как бы, ну, иммерсивность. То есть вариантов очень много. У нас вот Тигран выбрал другой вариант. Да, И- другой вариант. И что же в данном случае иммерсивность? В данном случае заспойлерить, что каждую сцену могу, в принципе. Ну, это игра, да? Ну, в общем, да, это некая игра. У нас есть игровая валюта, Слушай, например. а какую цель ставили? Кстати, игровая валюта — это что-то прикольное. Сейчас вернемся. Цель какую ставил как режиссер? Как режиссер мы поднимаем важные проблемы мировые, ни к чему никого не принуждаем, не агитируем, но цель наша была в том, чтобы человек стал соучастником происходящих А вокруг что него за вещей. международные мировые проблемы, которые, по вашему мнению, важны всем? Ну, например, проблема мусора, экологии. Она касается вообще всех, независимо от политических взглядов и всего прочего, религии и гражданства. Мусорная проблема, очевидно, как сказать, она требует решения. Мусора все больше и больше, и людей все больше и больше. Детский рабский труд Да, детский труд. в странах третьего мира. Да. Мы, как потребители этих товаров, ну, мне кажется, должны подумать, что стоит за какими-то товарами. Вот, За например, одеждой. я не знаю, вот для меня лично было, когда Тигран рассказывал идею вообще спектакля, вот те подробности, те вещи, о которых он говорил, те факты, они просто меня повергали в шок, потому что я об этом никогда ничего не знала, и я об этом даже не задумывалась. Вот, например, вот про вот эту самую огромную мусорку. Расскажи, в Африке, Акбокблоши. где самая большая мусорка в мире, Электротехники. где живут люди, и они там не доживают до 30 лет. Почему? Ну, потому что устроена так эта система, что, чтобы выживать, люди вынуждены сжигать электротехнику, получать из нее металлы и продавать. Потому что в городе ничего, кроме огромной свалки-то и нет. И из-за вот этих выбросов люди болеют онкологией, разными другими тяжелыми заболеваниями. И это доказательство того, что сжигать мусор — это не самая лучшая идея. Или, Вот. например, вот в плане лейблов, да, Да. рабский детский труд, то есть там все хотят носить, там, я не знаю, кофточки от Гуччи, и никто не задумывается о том, что кофточки от Гуччи и какой-нибудь там те же самые кофточки из масс-маркета сделаны одним ребенком. Как бы это делается одними и теми же детьми в одном За помещении копейки. за копейки. Или тот же игрушки в Хэппи Миле тоже делаются детьми ну, как бы вот во всех этих что. То есть, Слушайте, вот здесь вот такое серьезное обвинение, что мы вынуждены будем, наверное, Макдональдсу представить такую же эфирную площадку для того, чтобы они смогли опровергнуть Ну, или подтвердить это. Ничего никому предъявить Даже- невозможно, потому что система выстроена так, что все нарушения на плечах тех, кто выполняет работу в той стране, где производство размещено, компании чистые. Ну да, хочешь выживать, делай. Да, и Ну, никого такие обвинять мы не собираемся. вот такие вот ни в коем серьезные случае. темы мы решили поднять в спектакле. Но вы этот проект делали все выходные. Весь уикенд он шел, да? Правильно? 30-го, 31-го, Да, повторно. да. Прошло у вас 8 групп по 30 человек. Да, Всё всё верно. Первый верно. день даже прошло 5 групп, Да, даже 5 групп. потому что были опоздавшие, которых мы уже не могли просто развернуть и сказать им до свидания, поэтому актеры 5 раз отыграли. Отыграли 5 раз. Да. Вы получили то, что планировали?
Мне кажется, да. Отзывы самые разные, но мне кажется, мы донесли до людей. Ну, как бы, да, одной из целей было действительно, ну, не морализаторством как бы заниматься, но очень многие люди тоже вот так же, как и я, выходили и говорили, что, блин, я никогда об этом не задумывался, но что мне делать с этой информацией теперь? И мы говорили, как бы, начни хотя бы с сортировки мусора, там, или еще что-то. Часть средств, полученных от продажи билетов, мы там поможем, вложим. То есть мы сами хотим сделать что-то, чтобы изменить какой-то, ну, чтобы что-то изменить. Мы поняли, в каком направлении двигаться дальше в этом спектакле, потому что мы же не останавливаемся на том, что было в субботу конечно, и воскресенье, нам есть куда развиваться. То есть кто-то говорил, что не хватает очень, ну, как бы мало элементов иммерсивности, то есть хочется этого как-то больше. Иммерсивность — это вовлечение зрителя. Да, вовлечение, где можно потрогать, пощупать. Учитываем пожелания зрителей, безусловно. И, конечно, отзыв, да. нужно сказать, что эта работа была сделана при поддержке Министерства экологии и Природопользования. Да, природопользования. Республики Башкортостан. Большое спасибо. И часть средств, наверное, от билетов мы передаем фонду «Зеленая планета». И спасибо Арт-Квадрату и Центру драматургии. Конечно. Вообще в этом спектакле задействовано огромное количество сил и людей, которые над этим работали, людей, которые к этому были, ну, действительно, как-то, ну, неравнодушны. Ребят, скажите, а вот актеру тяжелее играть в иммерсивном спектакле, нежели чем просто выступать на сцене? И в чем различие? Мне кажется, немножко да, потому что здесь другой способ общения со зрителем, другой способ взаимодействия, коммуникации. Немножко у нас все равно есть вот классическая наша российская театральная школа, все равно есть определенный инструментарий, есть вот эта четвертая стена между зрителем и артистом. Здесь пришлось немножко разрушать, перебарывать себя артистом, что-то внутри. Каждая группа настроена по-своему. Получается, вот вчера было 5 спектаклей, позавчера было 5 спектаклей, вчера 4 спектакля. Актеры, грубо говоря, сыграли 9 спектаклей, и каждый раз по 30 человек. Это были совершенно разные люди. Кто-то воспринимает, кто-то, ну, там, я не знаю, перебивает, задает вопросы, потому что мы же сами... Кто-то был агрессивно настроен, кто-то закрыт был. Кто-то был максимально помогал, и нужно было взаимодействовать с каждым из людей, потому что мы сами задаем эту игру иммерсивности, поэтому, ну, это правда, это большая тяжелая работа. Да, еще стоит сказать, что здесь не было такого конкретного заучивания текста. Здесь, скорее, мы в процессе репетиции с артистами на эту тему размышляли, рассуждали, и это был живой разговор. То есть вот то, что говорили артисты, они каждый раз своими словами рассказывали. То есть перед группой зрителей выходил живой человек, с ними по-живому общался, задавал вопросы какие-то, шутил. То есть здесь не было вот этого заученного четкого текста. Это было живое общение. То есть артисты стали такими, по-хорошему, соучастниками этих серьезных проблем. Да, и призывали зрителей, что станьте активными соучастниками жизни, подумайте о себе в первую очередь. Как на вас это влияет? И не было такого, что вот я такой умный и хороший, я знаю об этой проблеме, а вот вы не знаете. Нет, как бы эти же самые ребята, ну, как бы для них это тоже было там открытием, и просто они делились этими знаниями с другими. Сколько вы этот спектакль готовили? Сколько денег ушло и какие сборы? Все ли? Начало, наверное, с самой задумки, да? Когда она у тебя вообще возникла? Задумка у меня родилась осенью прошлого года, когда я прочитал книгу. Ты нашел ее в Питере, эту книгу, или в Москве просто? В Москве, да. Я не буду раскрывать подробности, как я дошел до книжного магазина. Думаю, в эфире это не стоит говорить, но суть в том, что... Нет уж, позвольте. Да, мне стало интересно. У нас какой возрастной ценз? Тогда дальше. В общем, я прочитал книгу «Черная книга корпораций». Довольно интересная книга, в которой рассказывается, как компании эксплуатируют людей, природу, не задумываясь о последствиях. Я заинтересовался этой темой, стал читать дальше про бренды. Есть такая книга «No Logo. Люди против брендов». Разную антиглобалистскую литературу. Потом
пошло-поехало, ком стал все больше и больше, я начал читать доклады Гринписа, и как-то так вышло, что я накачал свою голову информацией, она не давала мне покоя, и я пришел к ребятам и стал их докучать, писать каждые 5 минут, рассказывать им эти истории. И, собственно, сам период репетиции у нас, наверное, занял 1,5 месяца. Где-то полтора примерно. месяца, вот так вот. А если с подготовкой от прочтения литературы, большая часть времени ушла на подбор фактов. Теоретическую да, подготовку. это 5 месяцев. Вот. По деньгам затратный проект или... Мне кажется, да, это мы будем еще все анализировать чуть позже, но затрат было, нормально, прям. Как отклик? Все желающие смогли попасть или кто-то все-таки пролетел? В смысле, были ли свободные места или... Были ли те, кто хотел, но не смог попасть? Да. В принципе, да. В последний день там уже... Нет. Наверное, практически мы постарались пустить всех, потому что нам был важен именно отклик и на зрителей проверить... канает вообще эта тема, катит эта тема или не прокатывает ли она, заходит еще. Заходит ли или не заходит. В общем, я не знаю, по крайней мере, у нас было больше зрителей, чем мы планировали, это точно, за эти 2 дня. Да, было очень много приглашенных, было очень много наших и друзей, и театралов, и каждый нам давал обратную связь. Обратной связи очень много. Какие планы? Как эта штука будет развиваться дальше? Мы планируем дальше его играть и, конечно же, работать над спектаклем дальше, вносить какие-то изменения, может, как-то его совершенствовать. Зрители нам дают много обратной связи, мы учитываем какие-то их вообще, пожелания, кстати, в планах советы. театра сделать некую, то есть несколько спектаклей такого формата. То есть мы хотим сейчас развиваться в этом направлении. В планах у нас постановка еще одного такого спектакля формата иммерсивности. Какой? Когда? Где? Это спектакль называется «Под одеялом». Пока не могу сказать, где это точно туда будет. К актрисе нужно будет. Нет, на самом деле, несмотря на название, это будет спектакль о детстве. Тот момент, когда мы строили себе шалашики из одеял под столом, и у нас там был целый мир, и про детские переживания, про то, как все, что с нами происходит в детстве, кардинально влияет на то, что сейчас с нами происходит. То есть мы хотим делать спектакль на эту тему. Это будет ближе к лету. Слушай, дай бог, что все получилось, да. И успехов иммерсивным спектаклям, которые, мне кажется, они на самом деле очень востребованы. Это я помню и по тем квест-перформансам театральным, которые Регина, помнишь, Ибрагимова делала в свое время? Да, в облаках. Не только, был «Мастер и Маргарита», потом был спектакль в Азимуте они играли. Интересно, очень 4 комнаты, по-моему, был. То есть люди активно участвуют, действительно, им хочется чего-то большего, им хочется соучаствовать в процессе творения, общаться плотнее с актером, и, наверное, здесь и актерам придется пересматривать свои навыки для того, чтобы как-то... Это точно. И этот процесс взаимного обучения, он, конечно, впечатляет. Вы большие молодцы, что продолжаете эту тему развивать, качать и экспериментировать. Дай бог, что все получилось. Но мне интересно узнать еще и по тем проектам, которые театр и делает сегодня. Вы ведь в этом году 6 лет отмечаете? Уже будет, в сентябре уже нам будет 6 лет. Я хорошо помню. Потому что первый год... день, да. У нас дни рождения. Что сделано, что есть мега успешного у вас, а что будете однозначно исправлять? Что, наверное, сделано? Из репертуара. Из репертуара или вообще в театре? Что в театре сделано за этот промежуток? Из репертуара интересно, потому что я который год смотрю, у вас «Рыдание», как вы играете, так и играете. Потому что он не перестает терять свою актуальность у зрителя. Если спектакль собирает очень мало людей, если на него нет отклика, то, естественно, мы его не будем играть. Но этот спектакль раз за разом собирает полный зал, и люди, выходящие со спектакля, так же, как и когда мы играли в «Облаках», и также сейчас выходят со слезами на глазах и говорят спасибо.
Поэтому, Слушай, как бы, Алсу, а вы пробовали сыграть этот спектакль на большой сцене? Ведь 100 мест уже, прям не хватает. мы пробовали, мы играли этот спектакль на фестивалях, где нам давали, там зал, по-моему, было около 300 человек, но все равно теряется момент интимности, теряется момент глаза в глаза. А это, это вообще в нашем, наверное, формате нашего театра это очень важно. Пока еще нету у нас таких спектаклей, которые требовали бы там какого-то такого большого формата. Все-таки для нас важна именно соприкосновенность с зрителем. Слушайте, я хочу зайти с другого конца разговора и спросить вас о том, какие спектакли вы посещаете, что вы смотрите как зритель. Потому что, с одной стороны, вроде как мы говорим о том, что в каких-то спектаклях нужна большая сцена, и мы туда еще не доросли якобы. А с другой стороны, вы говорите, что вам и сцена не нужна, собственно. Вообще, какие Вы куда спектакли? ходите, да? Вот, к сожалению, в Уфе мне удается посмотреть очень мало спектаклей. Я никак не могу дойти до Башдрамы, я никак не могу дойти до Росдрамы. Но каждый раз, когда мы там ездим в Москву или в Питер, я стараюсь максимально... Обязательно для меня нужно побывать в театре «Практика», который, как бы, я не знаю, не то, что мы не повторяемся, но, как бы, я не знаю, их, то, как они существуют, и тот репертуар, как бы, для нас, мне кажется, он очень близок. Театр ДОК, где тоже, действительно, это малое пространство, Гоголь-центр, то, что делают там, нам... ЦИМ, да, центр имени Мирхольда, в Екатеринбурге, если мы приезжаем в Екатеринбург, то сходить в Калейдотеатр, который, грубо говоря, явился идейным вдохновителем зоотеатра, и где тоже важна именно вот эта вот интимность зрителя и актера, вот этот вот близкий контакт. Вот, наверное, то, что мы стараемся смотреть. Слушайте, а есть мечты о большой сцене? Или же все-таки это какая-то совсем ненужная сейчас история? Мы с ребятами все время собираемся и думаем, в каком плане сейчас нам нужно развиваться. Сейчас, пока на данный этап нашего развития, нашего театра, мы хотим... Для нас не важен вот этот театр как здание, как помещение, обязательно большая сцена. Я про количество актеров. Про количество зрителей говорю. Я не знаю, нет, все и зрители даже всегда говорят: ребят, вам нужно расширяться, 100 человек максимум, это, мы уже, это для вас мало, и мы тоже понимаем, что мало. Может быть, да. Есть, например, спектакль «Пьяный» у нас по пьесе Ивана Воропаева, который мы играем в гостином дворе, он точно для формата большой сцены, но я не знаю, как-то не задумывались, не то, что не задумывались, наверное, в другое сейчас русло направлено наша, основная... Не знаю, ответила я на твой вопрос или Спасибо нет. большое, ребят, вы делаете большое классное дело. На самом деле, я уверен, что вы когда-то выйдете из вот этой повседневной деятельности, в том числе очень важной творческой, и решитесь на большой проект, и это будет классно для города, потому что сейчас, когда театр — это событие, это явление, в дальнейшем я уверен, что это будет определенный бренд, который будет позиционировать наш любимый всеми город. Друзья, спасибо большое, что вы были с нами. Программа подходит к завершению. Зоотеатр приглашает вас. Вы играете, наверное, весь май еще, да? И апрель, и май, и июнь, и июль, и август. То есть у вас нет каникул? Нет. У нас сезон длится. Вот вечно. Такие вот метаморфозы с маленькими театрами. До новых встреч, друзья. Пока. Спасибо. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». Это радио «Эхо Москвы». Мы просто представляем вам новости. Мы просто зовем в нашу студию очевидцев и экспертов. Мы просто задаем им вопросы.